стало. И нельзя исключить влияние на здоровье, в том числе и на репродуктивное здоровье, да, следующих атрибутов современной жизни. Это нервно-психические напряжения, загрязнение воды, атмосферы, почвы, химизация сельского хозяйства, добавки консервантов, стабилизаторов, красителей, усилителей вкуса в пищевых продуктах. И изменился, главное, привычный ритм жизни, изменился образ жизни. Дальше. Надо сказать еще о поведенческих факторах, которые также негативно влияют на репродуктивную систему. Это стресс. Это стресс – доказанный фактор развития дисфункции структур головного мозга, приводящий к снижению уровня мужских половых гормонов и снижению количества сперматозоидов. Второе – курение. Это воздействие этого фактора многие люди недооценивают. Например, при курении женщины во время беременности развиваются дегенеративные изменения в зародышевом эпителии яичек плода. Никотин сужает сосуды, ухудшается кровоснабжение яичек и придатков яичек. У курящих мужчин снижается секреция тестостерона яичками, снижается концентрация сперматозоидов, их подвижность и оплодотворяющая способность. Клетки, которые вырабатывают мужской гормон тестостерон, страдают и от алкоголя. Есть такой даже термин алкогольный гипогонадизм. То есть гонады, значит, это способность выработать тестостерона. То есть и у алкоголиков снижается выработка тестостерона. Фактически принимая, даже не алкоголь, вот человек просто достаточно часто употребляет алкогольный напиток, у него уже вот такие изменения будут. Фактически, принимая спиртное, мужчины подвергают себя кастрации, даже так говорят, да? Особенно опасен алкоголь во время полового созревания. А пиво врачи-андрологи называют вообще ядом для мужчин. Мало того, что содержащийся в нем хмель снижает образование сперматозоидов и потенцию, кроме того, значит, для консервации пива производители используют женские половые гормоны, но об этом в этикетках не пишут. Причиной мужского бесплодия могут быть и другие факторы, такие как мобильный телефон, горячая баня, компьютер, штанга, пиво и более крепкие напитки. Например, без сотового телефона сейчас вообще нельзя представить не только мужчин, но и первоклассников. Однако есть такое достоверное научное подтверждение, это мобильные телефоны, о том, что телефоны негативно влияют на количество и качество сперматозоидов. Венгерские ученые доказали, исследовали, да, еще в 2004 году и обнаружили, что у мужчин, которые носили мобильный телефон на поясе или в кармане меньше, чем через год, показатели спермы ухудшились на 20-30%. Даже если не разговаривать по телефону, он подает, то есть телефон подает сигнал для связи с сетью. И когда человек попадает в помещение, которое экранировано, то есть куда нет сигнала, да, лифт, подвал, метро, да, телефон начинает активный поиск сети, и сигнал многократно усиливается, и режим его работы становится очень активным. Теперь нахождение в сауне или в бане при температуре 85 градусов Цельсия, да, в течение 20 минут приводит к снижению количества и качества сперматозоидов. Их будет мало всю неделю после бани. А потом в течение 5 недель их количество медленно возвратится к норме. Так наши мужчины, наверное, любители бани, они каждую неделю ходят, так? Изменения, к счастью, эти обратимы, но при планировании детей лучше воздержаться от посещения бани в течение 3 месяцев. Для того, чтобы выросло новое поколение сперматозоидов,
нужно 10 недель. 10 недель – это 2,5, да, месяца. Сидение за компьютером больше 4-5 часов подряд приводит к перегреванию половых желез. И это тоже негативно сказывается на их функции. Также мужчины рискуют навсегда лишиться шансов стать отцами, если изо дня в день часами работать с ноутбуком на коленях. Ноутбук при этом нагревается до 70 градусов. По той же причине нельзя постоянно носить облегающее белье. Также к бесплодию приводят такие виды спорта, которые связаны с поднятием тяжестей, например, штанги, употребление анаболических стероидов, избыточный вес, употребление наркотиков, радиационное облучение, химиотерапия, неблагоприятные условия труда, например, горячий цех, и перенесенные или недолеченные инфекции, передаваемые половым путем. Еще один удар по демографической ситуации наносят те производители продуктов питания, которые накачивают свои изделия соей. Как показывают эксперименты, содержащиеся в ней растительные эстрогены, это враги сперматозоидов. То есть соя содержит растительные эстрогены. Вот. Как определить необходимость идти к урологу? Ну, во-первых, если хоть одна из этих есть, да, или есть такая жалоба, которая связана с мочеиспусканием или половой функцией, то посетить врача нужно обязательно, так как чем раньше поставить диагноз, пролечиться, тем меньше риска получить хроническое заболевание. Во-вторых, необходимо исключить, находитесь ли вы в ловушке хронического заболевания. То есть ловушка заключается в том, что жалобы и симптомы развиваются так медленно, что организм к ним привыкает, успевает приспособиться. И поэтому рекомендуют сравнить свое состояние с интервалом в 3-5 лет на протяжении 10-15 лет. Как ты себя чувствовал 10-15 лет тому назад, потом отсчитывайте 3 года, да, назад или вперед, и какие ощущения ваши, и как сегодня себя чувствуете. Мочеполовой сферы с течением времени уже, то есть изменилось, да, ухудшение есть, значит, надо идти к урологу. Дальше. В-третьих, в связи с сексуальной революцией XX века широкое распространение среди населения заболеваний, передающиеся половым путем. Это ЗППП пишет, да? По данным Всемирной организации здравоохранения, в различных регионах инфицирование заболеваниями, передающимися половым путем, доходит до 80%. Это значит, что если у вас активная сексуальная жизнь, то раз в полгода необходимо проходить обследование у уролога на возможное наличие такого заболевания, передающегося половым путем, так как очень часто данные заболевания протекают без симптомов. Ну, я говорю про мужчин, но адресую для вас, дорогие дамы, да, понятно. И в-четвертых, если у ваших ближайших родственников имеются такие заболевания, как мочекаменная болезнь, подагра, аденома простаты, злокачественные опухоли мочеполовой сферы, то необходимо посетить уролога для оценки риска развития этих заболеваний уже заранее, да, и это нужно еще для того, чтобы своевременно их предупредить. И вот смотрите, вашему вниманию слайд. Вот рекомендуемый курс улучшения половой функции у мужчин и профилактики простатита. Это вот рекомендации от нашего научного отдела. Сегодня идет обновление вот этих рекомендаций, которые находятся в наших кабинетах.
И вот смотрите, что рекомендуется. Да? Утром 2 капсулы фитокомплекса для бодрости, формулы адаптогенные. Ну, это для того, чтобы тонус поднять, да, быть бодрым. Это формула адаптогенная, если у нас есть новые, так скажем, может, гости есть. Я смотрю, я вроде имена все знакомы. Так что я думаю, что все вы уже знаете, да. Значит, формула адаптогенная – это продукт, которым пользуются наши спортивные, кто занимается спортом у нас. Олимпийская уже начала, опять возобновили контракт. А днем используется, значит, рекомендуется фитокомплекс Формула-Дим. Формула-Дим, вы сами знаете, что он очень хорошо очищает организм. Вначале он переводит токсин в растворимое состояние, во второй фазе она очень хорошо его выводит. И капсула Гортекса – это значит, что работаем с водно-солевым обменом, где-то сели соли, но они могут быть в мочеполовых путях, да, могут быть в суставах начинать садиться, то вот, пожалуйста, начинаем его выводить. Вечером 2 капсулы комплексов Ункария, но это профилактика, видите, как заболеваний, передающихся половым путем. Значит, от вирусов защищаем. И, значит, 2 комплекса Метаболайн от усталости. Ну, тем, кто в жизни сегодня какие, сами понимаете, поэтому это будет абсолютно не лишним, да. И перед сном, пожалуйста, 2 капсулы, 1-2 капсулы, фитокомплекс для нервов Гларивит. Вот такая программка. Я считаю, что очень хорошая программа. Во-первых, она и богатая, но во-вторых, она охватывает почти все сферы современной сферы действия, широкий спектр, да. Ну, потом сказать вам еще про фитокомплекс с антибактериальным действием Спектр Эксель. Ну, кроме того, что он природный антибиотик, что он активирует клеточный иммунитет, кроме того, он является источником хелатного цинка и селена. А цинк, сами понимаете, это очень мужской микроэлемент. Он контролирует, кроме того, он контролирует более 400 ферментов, которые катализируют или быстрее убыстряют, скажем, да, обменные процессы, в том числе и гормональный обмен могут влиять. И вот видите, как сильно влияет на функции мужских гонад, то есть это на сперматозоиды влияет, да, участвует в синтезе инсулина, гормона роста и тестостерона. Без тестостерона, ну, о какой силе можно говорить? Ну и входит еще, вот смотрите, в состав фермента алкоголь-дегидрогеназа. То есть алкоголь-дегидрогеназа – это фермент, который расщепляет алкоголь в печени, помогает. Ну, вы понимаете, что у нас на севере это очень большая проблема, и мужчина, который будет употреблять вот этот элемент, скажем, да, продукты, содержащие цинк, ну, скажем, в составе Спектра Эксель, он будет защищен, да. И достаточно будет его суточная доза цинка, это в 4 капсулах нашего Спектра Эксель. Можно утром 2, ну, если есть какие-то проблемы такого плана, можно же давать его утром, вечером, ну, под видом, скажем, защиты, под видом подъема клеточного иммунитета, ну, мало ли. И таким образом защищаем иммунитет, защищаем его обменные процессы, его фертильность, то есть его способность к зачатию, ну и защищаем от такой алкогольной зависимости. Так что вот имейте в виду. И второй продукт, который хочется особо отметить, это фитокомплекс для питания сердца Кардамега. Ну, его состав, мы знаем, что он, конечно, для сосудов, на сердце, да, на
влияет на весь организм, но кроме того, омега-3, который входит в состав нашей кардамиги, он укрепляет сосуды, повышает эластичность, потому что мы еще дальше про это будем говорить, снижает риск образования тромбозов, улучшает микроциркуляцию и предупреждает атеросклероз, улучшает репродуктивную функцию, профилактирует развитие воспаления аденомы и рака простаты, активирует половую функцию, помогает решить проблемы с потенцией, вызванные стрессом и переутомлением. Но кроме того, в кардамиге, кроме омега-3, еще коэнзим Q10 есть, да, это энергетик, незаменимый источник клеточной энергии для построения мышечной ткани, для сердца и вообще для всех внутренних органов. Кроме того, значит, что стимулирует мозговую активность, помогает профилактировать болезнь Альцгеймера. Ну и помогает еще сохранить остроту зрения, потому что он стимулирует микроциркуляцию, то есть во всех мелких сосудах. Глаз тоже ведь очень сильно васкуляризированный орган, то есть богатый сосудами. Ну а через сосуды что поступает? Все питание. Да? Питание, кислород. И поэтому вот такой вот широкий спектр действия кардамига оказывает на организм человека, и в частности сегодня мы говорим о мужчинах. Активизирует половую функцию и его фертильную функцию. Вот. Следующее, о чем мы хотим поговорить, это вторая группа болезней, это сердечно-сосудистая система. Значит, сердечно-сосудистые заболевания по-прежнему являются основной причиной смерти в мире. И если взять общую смертность, да, из этого числа 30-35% люди умирают именно от сердечно-сосудистых заболеваний. Это серьезная цифра, огромная. Вот. И наиболее распространенные заболеваниями сердечно-сосудистой системы остаются артериальная гипертензия, значит, что страдает им до 25% от всего взрослого населения нашей страны. Ишемическая болезнь сердца представляет собой широкий спектр сердечно-сосудистых заболеваний. Это инфаркт миокарда. И значит, смертность от которого составляет до 30%, как мы сказали, да. И инсульт – это вторая по масштабам причина смерти среди всех случаев сердечно-сосудистых заболеваний сердца. Факторами риска развития сердечно-сосудистых заболеваний эти факторы можно разделить на две большие группы. Да? И можно их называть так: неустранимые и устранимые. Неустранимые факторы риска – это данность, то, с чем нужно считаться, то, что мы не можем изменить. А устранимые факторы – это, напротив, то, что мы можем изменить, приняв соответствующие меры или внося какие-то коррективы в свой образ жизни. Ну вот, во-первых, поговорим о неустранимых факторах риска. Это в первую очередь возраст. Ну вот возраст, мы ничего не можем сделать, это время идет, мы стареем, да. И вот после 65 лет риск развития сердечно-сосудистых заболеваний значительно возрастает, но не в равной степени для всех. При наличии других факторов риска вероятность заболевания возрастает на 65%. То есть, ну, если, например, человек пожилой, потом он выпивает, он курит, да, кушает, ну, за питанием не следит, то у него риск возрастает на 65%. Если человек соблюдает какие-то, вот, скажем, да, значит, устраняет эти факторы риска, то вероятность заболевания всего на 4%. Есть разница 65% и 4%. К неустранимым факторам еще относится пол. Вот, мужской пол является фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний. Статистически доказано, что неповрежденные атеросклерозом
артерий встречается лишь у 8% мужчин. Представляете, 8% всего мужчин, у которых нет поврежденных сосудов. Ну, если для сравнения, скажем, неповрежденные атеросклерозом сосуды встречаются у 52% женщин в возрасте от 40 до 70 лет. Ну, старше 70, там, видимо, уже у всех есть что-то, да? Ну и еще третий фактор – это наследственность. Если ваши родители или близкие, кровные, родственники болели артериальной гипертензией, атеросклерозом, кардиосклерозом, то ваш личный риск заболеть соответствующими болезнями повышается на 25%. Вот это вот надо учесть. Теперь устранимые факторы риска – это в первую очередь курение. Есть такой убийственный аргумент. Курящие люди умирают от ишемической болезни сердца в 2 раза чаще, чем те, кто никогда не курил. Это вот одно. Второе. Злоупотребление алкоголем. Риск смертельного исхода повышен у тех, кто злоупотребляет алкоголем или не употребляет его совсем. Третье. Артериальная гипертензия. Состояние хронически повышенного артериального давления увеличивает риск развития ишемической болезни сердца не менее чем в 3 раза. Вот. Поэтому следить за давлением надо и держать его в узде, так скажем. Следующий фактор, 4, да, это избыточный вес. Он не только увеличивает риск заболеваний сердечно-сосудистыми болезнями, но и крайне негативно влияет на развитие уже существующей болезни. 5. Сахарный диабет. Повышает риск развития ишемической болезни сердца, заболеваний периферических сосудов несколько раз. Ну и также усложняет течение болезни. Следующее – это низкая физическая активность. Негативно действует на тонус тела, на выносливость организма, сопротивляемость внешнему воздействию. Повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний в 2-3 раза. И увеличивает риск внезапных сердечных приступов. Неправильное питание – это следующая причина. Следующий фактор, то есть переизбыток в рационе насыщенных животных жиров, отличающихся высоким содержанием холестерина, приводит к атеросклерозу, следовательно, катализирует развитие сердечно-сосудистых заболеваний широкого спектра. Абдоминальное ожирение – это, ну, скажем, обхват, ну, попроще это надо сказать, обхват талии. Так что меряйте время от времени свою талию, да, и риском считается, если талия у мужчин более 94 сантиметров, и у женщин 80, более 80 сантиметров. Ну, при таком, значит, при таких данных повышен риск развития заболевания сердечно-сосудистой системы. И последняя группа, значит, факторов – это стресс. Но в состоянии стресса организм функционирует неполноценно, особенно это касается сосудов, обмена веществ и всех прочих систем, связанных с нервной системой. Хронический стресс способствует развитию сердечно-сосудистых заболеваний, а острый стресс может стать катализатором и толчком к возникновению опасного для жизни приступа. Вот. И вот вы видите на слайде рекомендуемый курс для профилактики болезней сердца и сосудов у мужчин. Это обновленные данные с нашей энциклопедии. Его вы можете найти в нашем магазине, да, есть он. Потом его можно найти в разделе «Обучение», найти там энциклопедию, и там все по органам, системам написано. Это вот обновленные данные, внесли новые продукты. Да, и вот здесь, смотрите, рекомендуется утром Витаспектр С и 2 капсулы фитокомплекса Кардамега. Днем формула адаптогенная 1 капсула,
и 1 капсула сосудов для сосудов до фитокомплекс Брейнтон. Вечером 1-2 капсулы комплексов формула К после ужина и 1-2 капсулы фитокомплекса для нервов, это гларивит, перед сном. Вот такой вот, это профилактика болезней, скажем, да. Здесь вот вторая рекомендация, когда уже вот человек, ну, скажем, в старшей возрастной группе, когда уже есть, ну, риск развития ишемической болезни, да, рекомендации утром принимать Брейнтон 1-2 капсулы и 1 капсула от усталости, метаболайм. Днем 2 капсулы Витаком и Витаспектра Эксель 2 капсулы. Но здесь надо сказать, что Витаком в составе содержит витамины А, Е, это опять же для иммунитета очень хорош. И этот продукт Витаком очень хорошо работает в комплексе с витамином С, Витаспектр С. Он у нас идет где? Так, здесь нет, оказывается, действие витаминов А, Е продлевает Витаспектр С. Так, и в составе его еще есть лецитин. Это вещество, активное вещество, которое разжижает желчь, скажем, да, и таким образом он работает против, разжижая желчь, участвует в пищеварении, расщеплении жиров. И таким образом он участвует для профилактики атеросклероза. Так. Ну и Витаспектр Эксель, мы тоже его разбирали. Так. Вечером, значит, формула К и Кардамега совместно по 1 капсуле. И на ночь фитокомплекс для нервов перед сном. Это гларивит. Вот такой вот курс рекомендуется. Ага, так, дальше. 3-я группа болезней, влияющих на здоровье мужчин. Это так называемые болезни цивилизации или нарушение метаболизма. Это ожирение, повышение в крови сахара, холестерина и мочевой кислоты. Но здесь тоже у нас есть первая программа, которая шла здесь при заболеваниях сосудов сердца. Вот где-то у нас было с Гортексом, да, рекомендация была же. Эти же программы, они и подходят как раз, да. Еще можно включить для профилактики развития болезней цивилизации наши коктейли. Да, и коктейль G-Shape Light тоже подходит очень хорошо, дает энергию, снижает уровень холестерина, потому что там в составе еще идет и клетчатка. Ну и энергия дает, значит, человек становится физически активным, значит, он сжигает больше жиров. 4-я группа болезней – это болезни органов пищеварения. Ну, в первую очередь гастродуодениты, рефлюксная болезнь, болезни печени. И здесь у нас тоже, видели, да, в программах есть отключены формула ГИМ. Можно, если вот таковые заболевания у нас, вы сами знаете, какие у нас программы есть. Да, короткие программы есть, маленькие для профилактики, есть программы побольше, когда уже, есть первые симптомы, скажем, болезни. Следующая группа болезней – это заболевания бронхолегочной системы. Это хронические бронхиты, а также рак легких. Ну, какие мужчины более подвержены этим болезням? В первую очередь, это люди, которые ведут неправильный образ жизни. Курящие, злоупотребляющие алкоголем, не уделяющие должного внимания своему питанию, сну. Во-вторых, чья профессия связана с тяжелым физическим трудом, психоэмоциональной нагрузкой, ненормированным рабочим графиком, частыми командировками. Ну и в-третьих, это люди, которые имеют наследственность, отягощенную наследственность. Вот.
Поэтому мужчины наши должны, конечно, проверять свое здоровье регулярно, да, независимо от самочувствия, должны проходить диспансеризацию. Хотя человек, даже если он считает себя здоровым, то при диспансеризации могут обнаружить хронические заболевания в начале их развития и предотвратить их прогрессирование. Если есть резкое похудение, слабость, утомляемость, это уже симптомы каких-то запущенных состояний. Поэтому вообще проходить профилактические осмотры нужно ежегодно, особенно в возрасте после 40 лет. Вот. Ну, теперь обещанные 9 советов, которые нужны для того, чтобы сохранить мужское здоровье. Так. Ну вот смотрите, есть рекомендуемый спортивный курс для мужчин. Ну, сами понимаете, для чего, да? Чтобы был энергичный муж, да, и чтобы не было лишнего веса, конечно, надо заниматься, ну, какими-то доступными, скажем, видами спорта. И для того, чтобы это, ну, скажем, занятия спортом не утомляли, а давали, наоборот, энергию, надо, конечно, ему подпитать себя, да, и вот для этого рекомендуется, смотрите, утром 2 капсулки Витаспектра Б, да, 2 капсулы Витакомп, значит, тут идет и 2 капсулы Витаспектра Эксель. Получается, человек, наш мужчина получает весь почти комплекс жизненно необходимых витаминов, вся группа витаминов, группа В, витамины А, Е, С тут тоже есть в составе Витакомпа, да, и Эксель антибактериальным действием, ну и потом он катализатор более 400 каких-то ферментативных реакций, да. Дальше днем для бодрости формула адаптогенная, вечером формула суставная. И перед тренировкой, если он ходит в какой-то зал, да, если даже дома он что-то, ну, работает, занимается, да, то коктейль G-Shape ему указан, конечно. И вот теперь к советам вернемся, да. Поскольку у нас никому не надо доказывать, что экологическая ситуация очень такая напряженная, скажем, неправильный, несбалансированный питательный рацион у человека, да, ну, принимает вместе с пищей химические вещества, консерванты, потом экологическая ситуация еще отягощается излучениями от различных электронно-бытовых приборов. Дальше, если нерегулярная половая жизнь, частая смена партнеров, все это пагубным образом воздействует на человеческий организм. И в последние годы все больше мужчин озадачены сохранением своего здоровья, продлением молодости и физической привлекательности. Да, меняются мужчины. И для них, значит, предлагаем перечень основных правил для поддержания своей молодости, души и тела. Ну, в первую очередь, да, физическая активность. Пожалуйста, вот наша программа. Так, значит, что надо регулярно заниматься спортом, больше ходить пешком, стараться двигаться как можно чаще в течение дня. Нормальный и необходимый уровень физической активности составляет 150 минут в неделю. Это любая двигательная активность. И это обязательно условие успешной профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Но 150 минут в неделю – это не так уж много, да? И от движения зависит интенсивность кровообращения, обмена веществ в предстательной железе, а помимо этого сокращение тазовой мускулатуры производит на железу массирующий эффект, имеется в виду предстательную железу. Да? Также физические упражнения регулируют внутрибрюшное давление, положительно влияющее на мочеполовую систему. Так, второе – это сбалансированное питание. Очень полезно оливковое масло, особенно нерафинированное, первого отжима. Да? Его можно добавлять в салаты, в готовую пищу,
в оливковом масле содержится большое количество незаменимых жирных кислот, которые помогают организму бороться с излишками холестерина. Если мы будем говорить о холестерине, то холестерин, 80% холестерина организм сам синтезирует. Но тем не менее, если у человека есть риск развития атеросклероза, скажем, с возрастом у него, или наследственные какие-то предрасположенность имеется, да, и отягощенный анамнез, да, тогда, конечно, надо следить за холестерином. 2 раза в год надо сдавать липидную формулу, то есть это, ну, сейчас у нас платно в лаборатории, пожалуйста, можно пойти сдать, попросить липидную формулу. Там определяют общий холестерин, определяют холестерин высокой плотности, ну, или как вы называете, липопротеиды высокой плотности, ЛПВП. Так? Липопротеиды высокой плотности. Так, потом липопротеиды низкой плотности, ЛПНП. Липопротеиды очень низкой плотности, ЛПОПН, по-моему, так. Да? И исходя из этого можно рассчитать коэффициент атерогенности. И уже можно смотреть, насколько твоя липидная формула, ну, есть ли склонность к образованию бляшек, атеросклеротических бляшек. Вот это вот можно рассчитать. И там есть формулы специальные. Вот. Если даже холестерин, общий холестерин высоковат, скажем, да, рекомендуется там иметь 5,5, по-моему, сейчас, ну, будет 6, 6,2, 6,5, да, и при этом липопротеиды высокой плотности, если будут высокие показатели, то ничего страшного. Но бывает так, что холестерин вроде норме, но липопротеидов высокой плотности мало, и липопротеидов низкой плотности и очень низкой плотности цифры высокие, то тут уже опять это уже опасно. Тут надо уже принимать меры конкретно. Возможно, даже прибегать к лекарственным, скажем, да, средствам. Ну и диету очень полезно кушать рыбу любой жирности. Но особенно, конечно, та, которая плавает в диких условиях и питается планктоном. Она именно богата омега-3 полиненасыщенными жирными кислотами. Ну или кардамигу включайте в свой рацион и каждый день принимать 2 капсулы, 3 капсулы в день. Вот. Из злаковых предпочтений нужно отдавать цельнозерновым крупам, а не дробленым. Например, овес и овсяные хлопья содержат много клетчатки, которые, значит, что могут связать и вывести холестерин. Ну а в нашем случае у нас это все готово и есть. Биофайбер, пожалуйста, в день 1 ложку или половину ложки каждый день, каждый вечер. Или если позволяет режим, то можно по утрам пропивать биофайбер. Вот, пожалуйста, уже идет профилактика атеросклероза. Ну и, конечно, фрукты, ягоды, которые содержат полезные элементы, такие как кумарин, да, которые препятствуют образованию тромба. Ну и при этом количество фруктов может быть любое, кушать их нужно лучше до 16 часов, а овощи, пожалуйста, в любое время. Ну это, конечно, рекомендация больше подходит для средней полосы, скажу, да, но для нас, жителей Крайнего Севера, конечно, выгоднее. БАДов нету, потому что, во-первых, цена очень дорогая этих продуктов в зимнее время. Потом нет никакой гарантии, что это продукт, который не навредит мне, потому что сегодня, сами понимаете, какая экология. Вот. Мужчине сбалансированное питание необходимо для нормальной работы всех его органов, в частности, половой системы. Вместе с правильным питанием мужчина получает строительный материал для мужских половых гормонов. И вот почему в его еде должно присутствовать адекватное количество жиров, белков, углеводов, благодаря которым синтезируется главный мужской гормон тестостерон. Ну, тут, пожалуйста, можно наш коктейль, да, или шейп Life.
Ну а для нормального функционирования почек, мочевого пузыря, мочеиспускательного канала и других систем организма нужно выпивать необходимое количество жидкости от 2 литров в день. Ну, можно расчет делать 30 миллилитров на килограмм веса тела. Вот. Третье – это поддержать уровень тестостерона. Мужской гормон тестостерон имеет важнейшее значение для мужского здоровья. Мужской мозг всегда находится под влиянием тестостерона. Его недостаток влияет не только на нервную и вегетососудистую систему и проявляется бессонницей, раздражительностью, ухудшением памяти, скачками давления, потливостью, но и на общий интерес к жизни и его работоспособность. Дефицит тестостерона приводит к уменьшению мышечной массы, снижению общего тонуса ткани, а также к увеличению количества жира и развитию остеопороза. Поэтому не думаем только о том, что тестостерон нужен только молодым мужчинам, фертильным возраста, скажем, только для продолжения рода. Но и видите, как его физическое состояние, его умственное, его планы, вот это вот все зависит от количества вот этого гормона. Вот, и, значит, что? А вот, например, горячительные напитки, опять же, снижают уровень вот этого гормона. Поэтому надо следить за уровнем тестостерона и при необходимости регулировать его, ну, помочь посещать, скажем, да, врача. Четвертая, значит, рекомендация – это регулярная половая жизнь и защищенный секс. Для каждого мужчины понятие нормы в сексе строго индивидуальное. Желательно соблюдать определенную частоту интимных отношений, ну и не стоит ставить рекорды, но и длительные перерывы пользы не принесут. Помните, что регулярный секс является профилактикой многих застойных явлений в мужском организме и намного полезнее массажа простаты. И, разумеется, сомнительная половая, любая сомнительная связь, да, имеется половая связь, да, это повод немедленного обращения к врачу. Отсутствие симптомов совершенно не исключает заражение, потому что такие инфекции, они чаще всего протекают бессимптомно. Пятое. Регулярный осмотр уролога. Так. Шестое. Отказ от курения. Но о вреде никотина не знает только ленивый. Тем не менее, многие никак не могут собрать свою волю и бросить курить. И оградить себя, значит, не только активное курение, но и оградить себя от пассивного курения. Потому что, во-первых, курение является одной из основных причин развития атеросклероза, развития артериальной гипертензии, ишемической болезни сердца и инсульта. И, напротив, прекращение курения приводит к снижению риска заболевания ровно вдвое. Во-вторых, в сигаретном дыму содержится не только никотин, но и канцерогенные смолы, которые воздействуют на сердечно-сосудистую систему человека. Ну и еще надо сказать, что пассивное курение столь же губительно, как и активное для сердечно-сосудистой системы человека. Затягиваясь каждый раз очередной сигаретой, надо помнить, что никотин спазмирует кровеносные сосуды не только ухудшая питание жизненно важных органов, но и снижая кровенаполнение полового члена. Вот мужчинам очень вот это, если его мотивировать, то вот, наверное, то, что снизится кровенаполнение полового члена, их, наверное, больше смотивирует пойти или бросить курить. Повторить слайды по программам. А какие слайды говорила по программам? Вам просто пролистать, наверное, да? Хотите повторить? Так. А это же, Маргарита, есть в этом, на сайте у нас. Зайдете раздел обучения, да, найдете энциклопедию Глорион, программы для мужчин, и вот, пожалуйста, вот эти программы оттуда. Угу.
пьют. Угу. Ну, 7-е – это ограничение алкогольных напитков. Ну, вот, например, алкоголь в минимальных количествах, не более 20 мл этанола, это спирт, да, для женщин и не более 30 мл этанола для мужчин в день способствует разжижению крови. То есть минимальные дозы, вот эти дозы, они даже благотворно влияют на сердечно-сосудистую систему. Но при превышении нормы его воздействие становится резко отрицательным, это надо помнить. Во всем надо знать меру. Чрезмерное употребление крепкого алкоголя не может способствовать сохранению ни мужского, ни женского здоровья. 8-е – это регулярные, 1 раз в год сдача крови на онкомаркеры после 45 лет. Ну и 9-я, последняя рекомендация, да, это наслаждение жизнью. Мужчины не всегда готовы изменить свой привычный образ жизни. И их очень трудно отказаться, значит, убедить, отказаться от вредных привычек. Но, тем не менее, надо это сделать. И в первую очередь мужчина должен сам понимать, что если он не изменит свой образ жизни, то пострадает не только он сам, но и его семья. Больной человек не может нормально работать и зарабатывать, обеспечивать семью. Женщинам же надо начать с себя и захотеть самим изменить образ жизни в семье. Все плохие привычки должны уходить вместе. Правильное питание должно быть обоюдным. Пищу лучше не досаливать. А чрезмерное употребление сладостей может привести к развитию сахарного диабета. Но вот насчет питания, это, конечно, зависит от нас очень сильно, конечно. Но, кроме того, должно быть обоюдное хобби. Важно как можно больше времени проводить вместе вне дома, вести активный образ жизни, путешествовать, отдыхать. Человеческое счастье зависит не от внешних условий, а от внутреннего мира ощущения. Давно доказано, что человек, имеющий хобби или увлекающийся чем бы то ни было, значительно осознаннее, счастливее проживает свою жизнь, да и чувствует себя обычно много лучше сверстников. Поэтому постарайтесь найти себе занятия по душе. Неважно, спорт это или воспитание детей, коллекционирование предметов или приготовление пищи. Самое важное – наслаждаться самим процессом, получать удовольствие не только от результата, но и от постепенного приближения к нему. Вот. И еще я хочу вам показать такие вот... О, доктор. Ага. Еще такие программы, да? Вот смотрите, программы для очищения организма от паразитов, токсинов и тяжелых металлов. Есть такие программы, но вы знаете, что программа Гельмостоп от очищения от паразитов, да, или программа Супердетокс, но Супердетокс направлен на очищение внутренних органов больше. Дальше есть программы для активной жизни для спортсменов. Спортсет Light. Да, куда входит, значит, 4 коктейля G-Shape Light, формула адаптогенная, витаспектр В, витаспектр С и вкус шоколада. Или программа нейроспорт, интенсивная тренировка. Вот эти вот программы можно рекомендовать людям, которые ведут активный образ жизни, занимаются спортом. Их чередовать, прием программу можно чередовать с программами для активной жизни, программами для укрепления иммунитета и поддерживать ослабленные системы организма. Сегодня у нас очень удобный подбор продуктов, есть тесты, если есть слабые места, человек знает это, можно, во-первых, помочь ему определить эти слабые места, да, и провести тестирование, таким образом подобрать программу. Есть вот такое вот определение от компании «Минимум вариант» называется. Да? Вот фитонабор «Нейропомощь», «Экопомощь», «Кардинорм» и «Бодрый вид». Здесь быстро. Но нейропомощь – это фитонабор для нервов. Поможет справиться с усталостью, тревогой, раздражительностью и агрессией.
поможет вернуть самообладание, позитивное настроение, легкое, помогает полноценно отдохнуть, перезагрузиться, снять головную боль. В составе его 3 продукта: Метаболайн, Брейнтон и Гларивит. Вот такие вот программы. Так, вторая программа фитонабор «Экопомощь» для защиты от экологического стресса. В составе его входит биофайбер, входит индол, входит гепатохолам, сейчас здесь посмотрим, биофайбер, метаболан, индол и метамарин. То есть метамарин выводит соли тяжелых металлов, индол, это внутренние токсины, помогает вывести. Третья программа Кардинорм. Это вообще шикарная программа для поддержки сосудов и сердца. Просто незаменимая профилактика сосудистых заболеваний для себя, для близких, для мужчин, для женщин. Вообще просто шикарная программа. В состав его входит формула кардиологическая и кардамега. Сегодня кардиологической формулы нет, но мы надеемся, что март-апрель мы его получим. Программа отличная. И следующая программа – это программа... Что не хочешь показывать? Бодревит. Здесь должен быть. Программа Бодревит. В его составе входит, Метаболайн и Метаспектр Б. И здесь, знаете, как рекомендация идет? 4 программы, и их я вам перечислила по мере, в такой же последовательности рекомендовать, и чтобы мужчина принимал в такой же последовательности. Так, и еще следующая, есть еще программа «Максимум», он куда-то у меня максимум вариант, да? Максимум вариант – это, начать с чего? Генетического теста на метаболизм MyGen Power. Для выявления генетических особенностей обмена витаминов В6, В9, В12, витамина D, витамина А, витамина Е, которые участвуют в обмене всех гормонов, в работе сердечно-сосудистой, нервной, иммунной и репродуктивной систем. Очень часто бывает, что здесь имеются нарушения какие-то, в таком случае меняется дозировка. Если имеется какая-то мутация, нарушение генотипа, то рекомендуется принимать 1,5 раза больше, чем рекомендовано человеку с нормальным генотипом нормальным. И после этого прохождения генетического теста можно составить индивидуальную программу поддержания мужского здоровья на основании полученных данных. Можно составить самостоятельно или после консультации специалиста Глорион. В Глорион есть врачи, которые занимаются именно этой программой, его составили, и есть такая программа платная, но это доступно вполне. Если вы здесь оплачиваете прием врача 1200, если платно идти к врачу, прием врача от 800 до 1500, есть даже, если есть звание, то до 2000. Консультация нашего специалиста стоит, по-моему, тоже 2000 рублей, но это будет вам консультация, именно конкретно по вашим этим особенностям обмена витаминов. Поэтому я считаю, что это очень, очень нужно, необходимо это сделать. Угу. Спасибо за внимание. По-моему, время мы выдержали. Какие-то вопросы, если есть, я могу постараться ответить. Угу. Так, хорошо. Если вопросов нет, то на этом мы заканчиваем нашу конференцию. Всего вам хорошего, будьте счастливы, будьте здоровы.
До свидания.